Я к чему веду разговор? Значит, таким образом, вся эта деятельность наших правозащитных структур, включая те, которые они и все остальные, которые участвуют в этом процессе, начиная как месяц тому назад или полтора месяца тому назад, выступил Аквиль Сапар и озвучил, что есть некий список. Я об этом списке не знал. Он впервые его озвучил в прямом эфире, когда была попытка объединения туркменской оппозиции. И этот список, конечно, сейчас начинает действовать потихонечку по этому списку. И соответствие этих списков вызывает, этих людей пугают, потом они из них делают жертвы. А если вдруг даже кого-то заберут, для них это очень хорошо, чтобы эта жертва уже была в Туркменистане, а мы потом дальше будем эту жертву защищать, получать гранты и на этом зарабатывать деньги. Вот Правильно так именно. получается? Это Правильно? бизнес. Бизнес об этом. Неужели об этом не знает, как и Мурат Кадыров? Неужели это не знает Мурат Клычевич? И все, кто рядом находится в этом бизнесе, они это должны прекрасно понимать. Но вопрос возникает в чем? Вы сами это делаете. Зачем бросаете? Все говорят, хотим поехать. Когда мы говорили, что надо, чтобы вернуться, надо узаконить документы и так далее, вакцинироваться, вопросов нет. Можно возвращаться на родину. Но никто этого не хочет. Значит, вся наша борьба, так называемая, которую мы начинали, и в этом подтвердил, как и Мурат Кадыров 3 года тому назад, пришла к тому, что каждый из этого выбрал то, что ему нужно, а самое главное, на этом зарабатывать. Правильно? Конечно. Ну, тогда, Э, да, Я помню говорите. момент, что Мурат Курбанов, он сам лично мне сказал, что скоро хочет, вот у него тогда, когда мы с ним общались, были проблемы с паспортом, хотел продлить, что ли, там. Потом сказал, когда мне это все дело закончится, я приеду в Турцию. Почему? Чтобы не для того, чтобы вот активистам помогать или где-то там это делать. Нет, он специально сюда хотел приезжать, чтобы открыть правозащитную организацию здесь. Вот А, представляете, да, сколько времени они действуют вместе с Какамрат Хыдыровым, да, до недавнего времени. да. Там другие ребята, активисты были здесь. Они тоже могут действовать. Нет, он хотел лично на свое имя открыть правозащитную организацию. Почему? Потому что не хотел никому давать куш.